Первым делом для гостей провели экскурсию по Сибайскому институту. Затем состоялся круглый стол на тему сотрудничества вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации учащихся, где присутствовали представители более 30 предприятий нашего города. Как прекратить отток лучших абитуриентов в различные вузы страны? Что необходимо сделать для того, чтобы они оставались учиться в регионе? Эта тема стала основной, обсуждаемой за круглым столом. Ректоры высших учебных заведений Башкортостана выезжают с подобными профориентационными мероприятиями не впервые. Сибай стал 6-м по счету. Действительно, очень большая проблема у нас в республике – это отток достаточно подготовленных абитуриентов в зарубежные, вернее, другие регионы России. Оттуда, если они в Москву, Санкт-Петербург уезжают, оттуда убегает за рубеж довольно много, достаточно много, в том числе и наши с вами земляки. Вот. Нам надо поднимать экономику республики, нам надо способствовать, чтобы здесь оставалась талантливая молодежь. Вот, поскольку без талантливой молодежи, мы с вами понимаем, у нас перспектива нулевая. В ходе беседы Николай Морозкин прокомментировал образование в зарубежных вузах. Во многих учебных заведениях Запада студенты-третьекурсники уже являются работниками предприятий. Таким образом, они одновременно учатся и осваивают профессию на практике. Этот опыт Николай Данилович считает наиболее удачным. Положительно отнесся ректор БГУ и к тому, что наши студенты начали осваивать программу 2 дипломов. Это дает им шанс получить второе образование, а значит и большую востребованность. А директор СибГУ Зинур Ермухаметов в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день у студентов мало практических занятий. Наверное, сегодня настало такое время, когда действительно не только теорию надо преподавать, а чтобы практическим уклоном. И поэтому здесь вот сидят руководители, где более 90% наших выпускников, значит, работают там. И мы, как уже видели, акцент делаем уже в техническом направлении, поэтому появляются вот такие лаборатории. И на улице у нас еще полигон, где мы тесно работаем с двумя крупными предприятиями. Представители предприятий города отметили положительную динамику их работы с институтом. Радует то, что благодаря образовательному процессу СибГУ они могут выбирать себе подчиненных по многим критериям. К примеру, на Сибайском филиале УГОК сегодня работает около 10% выпускников СибГУ, а в банковской системе свыше 90%. У нас в отделении более 93% сотрудников – это выпускники Сибайского института, и силами именно этого коллектива мы вот по республике, даже если брать, по республике, по Зауралью, это не только Сибай, это Баймак, Акьяр, Зилаир, Аскарова. Это вот этот весь куст, все Зауралье сформировано, сотрудники наших подразделений в этом Зауральском регионе сформированы за счет выпускников Сибайского института. Многие предприятия сошлись во мнении, что СибГУ готовит востребованных на рынке труда специалистов. Но многое сегодня зависит и от студентов. Ректор БГПУ Раиль Асадуллин обеспокоен тем, что число выпускников с каждым годом все меньше. И, к сожалению, многие отдают предпочтение вузам других регионов. В этом году школы Башкортостана закончат 18 900 детей. В прошлом году было 24 тысячи детей. 6 тысяч минус. Бюджеты вузы Башкортостана имеют 11 700 детей. Мест бюджетных. Бюджетных мест. 18 тысяч. Выпуск. 11 700. Из них 25% уезжает, 5 тысяч минус. Так кто вам вернется? Далее мероприятие продолжилось в конференц-зале института, где выпускники школ города и районов прослушали лекции, организованные ректорами вузов республики. Кроме этого, будущие абитуриенты приняли участие в мастер-классах, интерактивных занятиях, ознакомились с экспозициями, презентациями. По институту у нас прошла экскурсия, мне очень все понравилось, но в будущем я хочу поступить в УФУ. Институт хороший, но я тоже в будущем собираюсь поступать в УФУ, потому что как-то город нравится, и уже выбрал учебное заведение, и предметы по выбору тоже. В это же время в спортзале СибГУ развернулась еще одна демонстрационная площадка-выставка презентации вузов республики. Ее целевой аудиторией стали абитуриенты и их родители, которые нацелены на получение качественного образования и построение успешной карьеры в будущем. Представители вузов во что бы ни стало попытались заинтересовать ребят, тем самым пригласив их к себе на учебу. Особо приятно присутствовать в городе Сибай. Башкирский государственный педагогический университет буквально позавчера занял первое место по рейтингу вузов Республики Башкортостан как самый эффективный вуз. У нас самая большая, высокие показатели по трудоустройству студентов. Это действительно так, очень отрадно за это. Сегодня это главная информация, которую мы будем нести вашим абитуриентам, сибайским ребятам. Учеба в нашем университете сложная, но очень интересная. И по окончании нашего университета выпускники станут
первоклассными специалистами. Кафедра криминалистики БАШГУ предоставила возможность будущим абитуриентам исследовать условные места происшествия, а некоторым даже сняли отпечатки. У нас же экскурсия проводят, и мне охота было все перепробовать, все попробовать. Кроме этого, профориентационные мероприятия были организованы на 5 платформах. В них активное участие приняли все средние специальные учебные заведения города. Преподаватели столичных вузов провели мастер-классы для студентов. Активное участие в данном мероприятии приняли и учащиеся лицея номер 9. С лекцией в образовательном учреждении выступил профессор, доктор педагогических наук Раиль Асадуллин. То, что делают коллеги, они совершают просто подвиг. Вот я искренне говорю, я горжусь своей профессией, когда вижу такие коллективы, мне просто приятно за свою профессию. Есть такие коллеги, которые душой, не только душой болеют, да, они вкладывают в эту работу столько мыслей, столько энтузиазма, столько творчества, что всегда будут результаты. А в целом школы Сибая, они всегда были предметом для гордости, и мы, руководители вузов Башкортостана, мечтаем о том, чтобы выпускники школ Сибая были не только в вузах поближе, но и оказались в вузах нашей столицы. Также для учеников лицея столичными преподавателями был проведен мастер-класс оказания неотложной помощи в состоянии клинической смерти и при ДТП и многим другим направлениям. В завершении насыщенного познавательного дня творческие коллективы вузов представили концертную программу «Молодежный интерактив». Работа выездных профориентационных мероприятий с участием членов Совета ректоров вузов республики прошла успешно и плодотворно. Луиза Мустафина, Альфия Инчурина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.